Завариваем чай, кофе, завтракаем и в целом готовимся к наступившему дню. Это «Утро Якутии». Мы рады приветствовать всех тех, кто начавшийся день встречает вместе с нами. Особенно тех, кто делает это каждый день. Мы – это команда нашей программы, ее ведущие Эмилия Алиева и Павел Танин. Сегодня все без изменений. Вновь мы готовы зарядить вас хорошим настроением на сегодняшний день и рассказать много полезного, интересного и местами познавательного. Да, не без этого. В частности, мы узнаем, чем же пахнет утро, расскажем о карнавале в Венесуэле, затронем тему моды и стиля. Также традиционно поговорим с гостями в студии. Все это в ближайший почти что час. Ну а в современном мире, конечно же, начинать день принято со свежих новостей. Кто-то это делает по-разному. И вот о последних событиях нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги! Сейчас блок новостей. В этом году в Якутии полностью завершат ремонт автодороги Яна с возведением мостового перехода через реку Альчан в Тампонском районе. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в дорожно-строительный сезон текущего года в план ремонта включены участки региональной дороги общей протяженностью свыше 45,7 километра на общую сумму 866 миллионов рублей. Кроме того, мостостроители введут в строй искусственное сооружение через реку Альчан мощностью в 49,8 погонного метра и подходами в полкилометра. На реализацию объекта выделено 179 миллионов рублей. Энергетики подключили к электрическим сетям всего более 400 объектов на крайнем севере республики по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Сахаэнерго. Так, например, они подключили к электрическим сетям 326 объектов с максимальной мощностью до 15 киловатт, а также 86 объектов мощностью свыше 15 киловатт. В селе Ханум Омского района специалисты выполнили технологическое присоединение больничного комплекса. В поселке Усть-Куйга подключили вахтовый городок, строителей и фельдшерско-акушерский пункт. Среди наиболее крупных объектов технологического присоединения – зона индивидуального жилищного строительства в селе Люксюгюн Кобяйского района. Социальная выплата на приобретение жилья для работников муниципальной бюджетной сферы в этом году увеличена с 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Напомню, субсидии на приобретение жилья выделяются работникам школ, детских садов и других бюджетных учреждений ежегодно. Так, в минувшем году субсидии в размере 500 тысяч рублей на приобретение жилья, например, в Ленском районе получили 10 бюджетников. В списке было больше получателей, однако некоторые не смогли реализовать сертификат из-за недостаточной суммы. В Бердигистяхской школе имени Афанасия Осипова в прошлом году презентовали первую парту героя. В течение года лучшие ученики, которые имеют достижения в учебе, активно принимают участие в жизни класса, школы и района, удостоились права сидеть на уроках за партой имени Александра Парфенова, который погиб, проявив мужество в Чеченской войне. Инициаторами открытия особого почетного места в классе стали педагоги, школьники и их родители. На этой неделе право сидеть за партой героя предоставилось Арсену Михайлову и Анжелине Заравняевой. Александр Парфенов учился в нашей школе. Он наш выпускник, он был активистом, постоянно где-то выступал, он был очень хорошим спортсменом. И я горжусь тем, что учусь в той школе, где он учился. Он очень хороший пример для нас, потому что он отдал жизнь за нашу родину. Я на эту парту попала впервые, я этим очень довольна, я очень трудилась ради этого. Честно, я очень волнуюсь и не думала, что попаду сюда. Сюда попадают лучшие из лучших, и поэтому я этим очень горжусь. В Якутске прошла традиционная военизированная эстафета для сотрудников полиции. Команды различных подразделений соревновались в 5 дисциплинах. Сборка и разборка пистолета Макарова и автомата Калашникова, зашагивание на тумбу, метание муляжа граната и стрельба из боевого пистолета. В качестве эстафетной палочки участники соревнований передавали друг другу бронежилет. Подобные эстафеты руководство МВД республики проводит в канун каждого большого праздника. Предыдущая прошла перед празднованием Дня полиции. Победители эстафеты получили дипломы и памятные подарки. Участвую в данных соревнованиях уже второй раз. Соревнования мне очень нравятся. Первый раз участвовал в ноябре. Мне кажется, что данная эстафета, по моему мнению, поддерживает и физическую подготовку, и сплоченность коллектива. Потому что данные мероприятия
хотелось бы, чтобы они проводились еще чаще, потому что очень нравится участие, новые знакомства. У нас подозрительно радостно в нашей студии с утра пораньше. Настроение отличное, потому что в эти дни в Якутске проходят всероссийские соревнования по стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Кычкина, которые завершатся 25 февраля. И сегодня в нашей студии участники этих соревнований. Наши почетные дорогие гости: Дмитрий Никифоров, российский гроссмейстер, двукратный серебряный призер Кубка мира по шашкам 64, и Айгуль Идрисова, Республика Башкортостан, международный гроссмейстер, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы. Вы такие титулованные. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, собственно, вот соревнования по стоклеточным шашкам. Что это такое, Да, да? во-первых, Дмитрий, вы серебряный призер, да, двукратный по шашкам 64. Чем они отличаются вообще от стоклеточных шашек? Для вас вообще стоклеточные шашки дисциплина относительно новая, или вы в ней уже как бы тоже варитесь достаточно давно? Ну, шашки отличаются, во-первых, доской. То есть шашки 64 — это 8 на 8 доска обычная, а шашки стоклеточные — это доска 10 на 10. Отличается также количество, то есть шашек на 64 там по 12 шашек, а в стоклеточных шашек там 20 как бы шашек. Вот. Ну и отличается, то есть правилами игры. Вот. А правила насколько сильно? Ну, просто мы, люди с шашками не знакомы. Ну, и три только отличия. знаем, То есть что- три отличия, но они как бы они существенные достаточно. Вот. Поэтому, то есть игра достаточно уже другая. Ага. А с точки зрения, допустим, ну, тактики, все-таки шашки, как и шахматы, это все-таки тактическая какая-то история, в том числе какие-то различия есть? Ну, конечно, есть. Ну, в основном, как бы, какие-то мелкие тактические приемы, они одинаковые. Как в русских шашках, так и в стоклеточных. Поэтому дети в основном начинают изучение шашек именно с русских шашек, потому что доска меньше, шашек меньше, детям проще привыкнуть к самой игре. И постепенно это все переносится уже на большую доску. И в стоклеточных шашках есть как бы свои стратегии какие-то, оценка позиции другая, да, те же самые дебюты, уже все по-другому разыгрывается. Это, как говорится, дьявол кроется в деталях. Да. так сказать. Айгуль, ну вы, во-первых, представляете Республику Башкортостан, и мы вот до эфира, да, поговорили, не первый раз вы в Якутии уже. Да, я в 5-й раз в Который раз. Якутске. Все эти разы приезжали именно на соревнования или просто посещали? Первый мой визит в Якутск был в гости, поскольку Республика Башкортостан как бы также известна шашистами, как и Якутия, мы с детства соревновались между собой. То есть у каждого башкирского спортсмена был свой конкурент из Якутии, да, и у нас было соревнование за количество медалей тоже. То есть даже когда мы участвовали на первенствах Европы, шутили, что когда сборные стран подсчитывают медали, что мы можем отдельно считать медали Якутии и отдельно Башкортостана. Поэтому, соответственно, мы все росли, и у нас очень много друзей. Поэтому первый мой визит был именно в гости. А остальные приезды сюда были на соревнования. Это были как всероссийские, так и международные. Ну а в целом, вот поговорим уже про соревнования, которые сейчас проходят, да, вот накануне они начались, 20 февраля. А в целом уже можете как-то свое, там, так сказать, резюме составить по соревнованиям, то есть по организации, опять же, количество участников, подготовка, опять же, ваших оппонентов? Ну, соревнования в Якутии всегда проходят на высоком уровне. Даже если это какой-то местный турнир, да, то всегда все сопровождается очень хорошей организацией. И так как Якутская школа шашек одна из самых сильных в мире, то, соответственно, и игровой состав тоже один из сильнейших. То есть можно его сравнить по силе, скажем, с чемпионатом России, да, практически. То есть нужно всего лишь несколько ведущих спортсменов еще добавить, и состав будет такой же сильный. Как приятно Поэтому... слышать за родную республику такие Ну, на самом деле, комплиментарные да, слова. то есть делать какие-то прогнозы очень сложно, потому что кроме ведущих спортсменов, да, международных гроссмейстеров, чемпионов мира, есть еще и молодежь, которая уже не то что наступает на пятки, уже в каких-то аспектах, ну, немножко даже догоняет и перегоняет. Ну, вот такой тоже вопрос, наверное, ну, из ряда, наверное, классических, я обоим хочу его задать, когда вот говоришь уже, разговариваешь со спортсменами, такими титулованными, всегда хочется заглянуть куда-то вот в начало этой истории, как вообще в шашечный мир вы пришли?
с чего все начиналось и, ну, как бы, что потом привело, собственно, туда, где сегодня находимся. Дмитрий, наверное, с вас начнем. Ну, это давно уже было очень. Ну, как и все, играл когда-то там в школе, в лагере. Ну, вот заинтересовался, то есть купил книжку в библиотеке. Вот раньше было тоже, как бы, книги по шашкам. Вот начал читать, заинтересовался, потом вот, все пошло. То есть все, можно сказать, с такого там, ну, случая условно Ну, да, начинается. получается так. А у вас? Меня научил играть мой дедушка. То есть, когда мне было 5-6 лет, меня отправляли на каникулы в деревню, и дедушка развлекал меня всякими настольными играми. И то есть мне шашки очень понравились, я уже немножко умела играть, и тренер по шашкам приходила к нам в садик. То есть в Башкортостане шашки тоже очень развиты. У нас во многих школах есть кружок, также в детских садах. Иногда тренер приходит, учит детей играть. То есть тренер увидела, позвала меня на первый турнир. Когда я уже пошла в школу, была секция по шашкам, и тренер, увидев мой интерес, привлек уже к занятиям по шашкам. Так постепенно я оказалась в шашечном мире. Все всегда из детства идет. А вы изучали уже своих соперников, потому что соревнования только предстоят, как я понимаю. Изучаете ли вы накануне соревнований своих соперников, их какие-то сильные и слабые стороны? Ну, Или же- поскольку... Ну, в целом, да, как готовитесь к поединку. Поскольку мы все друг с другом уже знакомы, то есть приблизительно мы знаем, кто как играет, на что как бы можно рассчитывать во время партии, поэтому прям специальной подготовки конкретно к этому турниру не было. Просто в Республике Башкортостан буквально пару дней назад закончился чемпионат Республики Башкортостан, то есть, получается, я готовилась к чемпионату нашему, отыграла там. И сразу сюда. И сразу сюда. То есть, скажем уже так, у такая меня подготовка немножко есть. разогретая, разогрелась. да? Ну, и, наверное, психологический такой кураж еще продолжается. Да, То да, есть, есть в немножко серии такое игр. тоже. Ага. Дмитрий, прости, Дмитрий, вы разогретые уже сюда приехали? Ну, у нас, получается, со 2 по 9 февраля проходил в Иркутской области чемпионат Сибири и Дальнего Востока, но только по русским шашкам, по шашкам 64. И как раз, то есть к нам приезжали 2 международных гроссмейстера из Республики Саха-Якутии. Андрей Федотов и Николай Гуляев. Вот, был очень хороший состав. И, то есть у нас, получается, 2 турнира в Иркутской области проходят, то есть куда из Якутии спортсмены приезжают по 100 человек 2 раза в год. Поэтому уже 2 года подряд мы, как бы, у нас очень плотное такое Взаимодействие, да, шашечное. с Республикой Саха-Якутия. То есть очень приятно и мне тоже приехать. Я 3-й раз в Якутии нахожусь за 1,5 года. Вот. Ничего За себе. 1,5 года, получается, в среднем раз в полгода Ну, приезжаете, получается да? так, да. И вот такой вопрос, да, вот вообще сейчас соревнования, они идут на вылет или по, грубо говоря, табличной системе? Будет соревнование проходить по швейцарской системе. Скорее всего, 9 туров. То есть люди с одинаковым количеством очков играют между собой. То есть кто-то выиграл, проиграл, там смотрит количество очков у соперников и так делает жеребьевку. Но это компьютерная жеребьевка, поэтому никто из турнира рано не вылетит. Да, все доиграют до конца. Ну и пользуясь, наверное, случаем, предлагаем вам, наших телезрителей, опять же, пригласить, я думаю, возможность прийти посмотреть вживую шашечные баталии Поболеть. имеется, поболеть, опять же, и за вас в том числе, и за, может быть, у кого-то есть свои любимые спортсмены. Где можно этим всем будет насладиться, где будут проходить игры? Соревнования будут проходить в центре, в шашечном центре. Я не знаю, как правильно называется. Просто... РШШЦ, то есть республиканский шахматно-шашечный центр. Мгм. То есть его все знают. Вот. Ну, я думаю, да, если кто-то не знает, всегда у нас То есть есть, интернет. Да, можно Да. прийти, посмотреть. Да. Ага. Ну, Спасибо вам за интересную беседу. Вам Приезжайте спасибо. к нам много-много раз еще. Очень радует такое вот творческое, вот действительно спортивное взаимодействие. Ага, ну и желаем, самое главное, интересных поединков с вашими соперниками. И чтобы в любом случае, несмотря на результат, дружба между спортсменами всегда оставалась во главе всего. Еще раз спасибо. Большое спасибо. Вот. Ну, шашки, как и шахматы, это вообще хорошая тренировка для нашего мозга, но развивая его, конечно, не стоит забывать о чем? О нашем теле. Вот. Да. И поддерживать организм в тонусе помогает. Что-то мы тоже об этом говорили. Утренняя зарядка. Конечно, да. Помимо этого она заряжает Я энергией на чертовски весь день. догадлива. Вот. Ну и с нашим спортивным инструктором мы предлагаем вам соблюсти этот утренний ритуал и, опять же, зарядиться энергией на весь текущий день. Всем доброе утро! Давайте вместе со мной сделаем зарядку. Полностью будем делать на полу. Данная зарядка будет определена на мышцы коры живота. Начали. Первое упражнение у нас называется
Планка в прыжке. Стали в планку и прыжки в сторону. У кого больные колени, просто на шагах. Выдох, выдох, вдох, выдох. 10 раз делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее упражнение. Садимся, ложимся на спину, ноги на весу, голову оторвали, крест-накрест, велосипед. Начали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь 15 делаю. 9, 10, 11, 12, 13, 14, выдох, 15. Следующее упражнение. Начали с планки, тоже будем продолжать планкой. Встали также в планку и приводим ногу вперед. Скалолаз. Выдох, выдох. По 15 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз. 5, 2, 3, 4 и 5. Обратно ложимся на спину и работаем ножницы. Ножки на весу, 45 градусов по 15 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Начали с планки, заканчиваем тоже планкой. Здесь мы с вами постоим до 15, посчитаю. Становимся в планку. У кого больные руки, можете на локтях. А все остальные вместе со мной на прямых руках. И стоим до 15, считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы. Сделали вдох, выдох. Еще раз вдох и наверху выдох. Всего вам хорошего. Продолжая тему физической активности, мы хотим вам рассказать о самом большом в мире естественном ледовом катке, который открылся в Оттаве, столице Канады. Он занимает участок канала Рида, проходящего через центр города. Протяженность катка 7,8 километра. Он много лет считался самым длинным в мире. В 2008 году первенство у него забрал каток длиной 8,54 километра в канадском городе Виннипег. Однако каток в Оттаве шире, поэтому остается самым крупным в мире. Его площадь равна площади 90 олимпийских хоккейных катков. Представляете? Ну да, но и для Канады это не удивительно. Я думаю, в этой стране вполне себе можно 90 одновременно хоккейных матчей проводить, учитывая, что это Канада. Вот, вообще в прошлом году каток не работал, поскольку зима выдалась мягкая, канал недостаточно промерз. Каток открывают только при толщине льда не менее 30 сантиметров, для безопасности. А для этого не менее 10 дней подряд на улице должен стоять мороз ниже 10 градусов со знаком минус, соответственно. Вот, зимой ледовый каток становится частью фестиваля под названием «Винтерлюдия». Вот такая вот история. Что же за фестиваль-то такой, что во время праздника происходит? А во время праздника проходит много мероприятий, включая конкурсы ледовых, снежных скульптур, музыкальные концерты, ледовые представления, а также массовое катание на коньках. Куда же на катке без массового катания? Для этого он, собственно, и создан. Да. Но мне нравится очень измерение, прям по-канадски. Измеряем в хоккейных коробках. То есть в каждой стране есть какой-то, для масштабных измерений. Где-то футбольными полями измеряют, там измеряют хоккей. Олимпийской, причем она отличается от Да, других. а мы продолжаем от такой позитивной новости.
Переходим о нашем всем прекрасном. Роспотребнадзор заявил о риске аневризмы головного мозга из-за сдерживания чихания. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве Санпросвет. По информации ведомства задерживать дыхание и сдерживать чихание небезопасно. В таком случае есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух и даже головную боль. Да, и кроме того, может привести к более опасным для здоровья последствиям вот это вот, и, так сказать, привычка, назовем ее так. Одна из них — это разрыв аневризмы головного мозга. То есть, казалось бы, где чихание, а где аневризма головного мозга. Причина заключается в создании высокого давления в дыхательных путях, и как бы из-за этого вот как бы напряжение, разрывы какие-то происходят и так далее. Поэтому не сдерживайтесь и будьте здоровы. Хотя вот иногда бывает, вот по себе знаю, где-нибудь сидишь там, ну не в людном месте, а вот, ну, к примеру, да, вот взрослые люди на работе, совещания какие-то, хочется чихнуть. А мы же не умеем отменять чих. А взрослые люди тоже умеют, чихают, это нормально. Да, хочешь сказать, что это несерьезно? А как-то как будто нет, как будто на весь зал же не чихнешь, и приходится вот так вот и сделать. Вот я не чихнула, но покашляла. Простите, пожалуйста. Ну, мы только что говорили, что не надо держать в себе. Да, я не сдерживаюсь. Не сдерживайся, потому что здоровье — это самое главное. Мы продолжим эту тему здоровья. Вчера рассказывали мы о чем? Мы рассказывали о том, какими средствами можно уберечь себя от переедания. Речь шла об использовании небольших столовых приборов, не крупной посуды. Сегодня мы продолжим тему переедания вместе с рубрикой «Мой доктор». Узнаем еще о некоторых способах, как можно себя уберечь от лишних калорий. Тема актуальная. Слушаем внимательно. Предлагаю вам несколько простых, но эффективных способов, которые помогут избежать переедания. За 20 минут до еды выпейте стакан воды. Вода дает чувство насыщения, улучшает пищеварение и снижает аппетит. Съешьте пару ложек отруби за 20-30 минут перед торжеством. Грубые волокна замедлят всасывание глюкозы в кровь, тем самым можно избежать чувства голода. В течение дня до праздничного ужина не позволяйте себе голодать. Не забывайте про полноценный завтрак и обед. В противном случае риск переедания значительно увеличивается. Еще одним эффективным способом, как не переесть, является употребление овощей. Они содержат клетчатку, которая дольше задерживается в желудке и дает чувство насыщения на более длительный срок. В день застолья, например, утром, проведите тренировку. Она обеспечит вам улучшенный метаболизм в течение 48 часов. Старайтесь отвлечь свое внимание от еды на что-нибудь другое, на приятные беседы, разговоры, танцы. Если вы заботитесь о своей фигуре, выбирайте белковую еду, например, мясо или рыбу. Избегайте быстрых углеводов и жиров, картофеля, салатов, сладостей. Не заполняйте полностью свою тарелку едой. Накладывайте небольшие порции, старайтесь есть не спеша и тщательно пережевывайте пищу. Как только вы почувствовали первые признаки насыщения, лучше отложите вилку и ложку, ведь чувство сытости всегда приходит только через 15-20 минут после приема пищи. Будьте здоровы! Мы продолжаем наш утренний выпуск. Согласно последней переписи населения, в России проживают представители почти 200 различных народностей, если быть точнее, 196. Всего же в мире насчитывают от 2000 до 2400 разных народностей, и большинство из них есть свой родной язык. Да, но вопрос сохранения родных языков — это, конечно, в современном мире, в эпоху глобализации, такой-то достаточно трудный момент. Тем не менее, многие народы его сохранили, и вот для тех народов, кто смог в современном мире сохранить свой язык, сегодня можно считать праздничным днем, ведь сегодня во всем мире отмечают День родного языка. Я думаю, наша республика по праву может красным днем календаря это сделать, потому что народностей у нас много, и многие свой язык как бы сохраняют, и это очень здорово. Помимо этого, сегодня еще одно замечательное событие. Наш коллега есть, мы все ее прекрасно знаем, и вы тоже ее знаете, Катя Винокурова, красавица, комсомолка, если бы, конечно, комсомол еще существовал, обязательно комсомолкой бы стала, ведущая и редактор, вот сейчас она в аппаратной нашей сидит. Сегодня у мамы Кати, Антонины Никифоровны,
замечательное событие, юбилей. Мы поздравляем обязательно. Ура! Антонина Никифоровна, спасибо вам за вашу дочь, за такого профессионала своего дела, в первую очередь, и вообще за хорошего человека. Вам, конечно же, желаем здоровья, вообще, чтобы гармония всегда в жизни была, уют и любовь близких всегда вас окружала. Наверное, это самое главное. Присоединяемся к этим поздравлениям. Спасибо за воспитание прекрасной дочери. И мы уверены, что вы можете действительно гордиться своим ребенком, но в своей дочери продолжением себя. Здоровья, успехов, удачи, и пусть будет множество поводов для гордости. Ну а прямо сейчас мы узнаем еще, какими событиями сегодняшний день знаменателен. На календаре 21 февраля. Сегодня Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода. По народному календарю Захар – серповидец. На Захария по народному поверью был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали, чем холоднее в этот день, тем теплее будет в марте. Этот день в истории. В 1784 году, 21 февраля, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест Коммунистической партии. В 1920 году в этот день образована Государственная комиссия по электрификации России. А в 2022 году президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В этот день родились Петр III Федорович, российский император; Федор Толстой, русский художник, скульптор; Петр Кончаловский, русский советский живописец, народный художник РСФСР; Вера Алентова, советская российская актриса театра и кино, педагог, народная артистка России; Виталий Чуркин, советский российский дипломат; и Николай Расторгуев, российский эстрадный певец, музыкант, лидер группы «Любэ», народный артист России. Именины сегодня у Александра, Андрея, Захара, Макара, Петра, Семена, Сергея, Степана и Федора. Высокий уровень культуры, глубина знания предмета, мастерское владение технологией обучения и воспитания, демократизм общения с учащимися отличают педагогическую деятельность Любови Николаевны Андреевой, учителя русского языка и литературы, учителя учителей, заслуженного учителя школ РСФСР. Сегодня все ученики, коллеги и земляки поздравляют ее с 80-летним юбилеем. Любовь Николаевна Андреева педагогическую деятельность начала в далеком 1968 году в Бердянской средней школе учителем русского языка и литературы. Используя технологии коллективного способа обучения, проектные методы обучения, научные знания о возрастных особенностях и психологии детей, развивала у учащихся устойчивый интерес к предмету, способствовала формированию нравственных принципов и положительной мотивации к учению. В основной базовой структуре это называется обучение в сменных парах сменного состава или динамических парах. По этому принципу Любовь Николаевна стала проводить изложение по русскому языку. Так получается, что она не только ввела первой в Якутии в практику педагогическую эту методику, но еще внесла туда свой вклад и придумала свой прием. Такое практически очень редко случается, когда существующие технологии, которые придумали ученые, вносят какие-то свои коррективы. За годы работы учителем Бердянской улусной гимназии Любовь Николаевна стала победителем конкурса «Учитель ученических признаний». Ее ученики становились призерами и победителями республиканских предметных олимпиад. Организовано научное общество учащихся «Литературный горный». В улусной гимназии проведен первый литературный бал, в настоящее время ставший традиционным праздником в Улусе. Также организована поездка с детьми по литературным местам Москвы в зарубежные страны. Я помню, по 7 часов я сидела, один урок готовила. Сидела, у меня мышка даже была, она привыкла к тому, что я 7 часов сижу. Приду со школы, я сижу, я никуда не бежала. 2-й, 3-й раз, 4-й раз. Как-то мы успевали. И я учу эти стихи, учу. А она до того привыкла, что не обращала на меня внимания. Любовь Николаевна явилась инициатором открытия первого педагогического класса в школе. В данное время ее ученики работают педагогами в школах республики и страны. Как учитель, Любовь Николаевна привила нам любовь к природе,
любовь к людям, воспитала в нас дружелюбное отношение к своим друзьям, учителям и родине. В Улусе организовала первый летний лагерь волонтеров, экологический лагерь в сотрудничестве с природным парком Синя, а также лагерь отдыха учителей. Жизненный и педагогический опыт передается нынешнему поколению. Имеется 45 различных публикаций. Является составителем книги «Сердцем горячим в груди». Победитель республиканского конкурса «За лучший рассказ» «Нет друга лучше, чем здоровье». Любовь Николаевна – чуткий педагог, преданный своему делу, знающий возможность каждого ученика и беззаветно любящий детей. Все ее усилия направлены к одному – пробудить в ребенке любовь к умственному труду, к труду мысли. Адлена Тастырова, Михаил Мордовской, Михута, Иван Слепцов, Горный, Бердигистях. А мы продолжаем наш эфир. Спасти памятник федерального значения. Сретенскую церковь в селе Бельск Черемховского района Иркутской области начали сохранять. Для этого там уже установили металлическую крышу на изношенные стены. Сделали это, чтобы спасти старинный кирпич от влаги. Правда, местные жители мечтают о полной реставрации. Что для этого нужно, расскажем прямо сейчас. Сретенская церковь 18 века постройки воистину один из символов Бельска. Летом здесь проводят службы после крестного хода. Храм когда-то был одним из самых больших в Сибири. Сохранилась алтарная перегородка, которая как раз-таки показывает, что в церкви было 2 алтаря. Но такие двухпрестольные церкви, их и по России мало, а в Сибири она единственная от Урала до Дальнего Востока. В 2022-м храм законсервировали. Там установили металлическую крышу на обветшавшие стены. Это сделали, чтобы спасти старинный кирпич от влаги. Окна и дверные проемы заколотили досками. Потолок здесь держится на подпорках. В Бельске хотят сохранить важный объект культуры, а вот мечты жителей о реставрации пока далеки от реальности. В этом году планировались часть работ выполнить на 1 миллион по сохранению объекта, но не реставрации. А работы по реставрации требуют большого затрата финансового. Чтобы сохранить объект, местные власти неоднократно обращались в инстанции разного уровня. А летом прошлого года здесь работали специалисты службы памятников по охране объектов культурного наследия Иркутской области и федеральные эксперты. Они изучили около 30 объектов историко-культурного наследия. В перспективе село могут признать историческим поселением федерального значения, и тогда у храма появится больше шансов на реставрацию. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин и Сергей Главинский. Программа «Середина земли», Иркутск. Утро Якутии. Продолжаем встречать сегодняшний день, который вот уже несколько часов как наступил, да, и готовимся его покорять. Вот у меня вопрос такой к тебе. С какими ароматами у тебя утро ассоциируется? Вот не задумываясь с ароматом кофе, потому что у меня по утрам настоящая кофейная церемония, варю кофе, поэтому... Прям в турке, вот серьезно? Все по-настоящему. Все по-настоящему. Не вот эти вот автоматы, да? Какой автомат, думаешь? Ну, мне кажется, когда варится кофе, аромат на самом деле очень такой интересный стоит. Да, причем я этот кофе покупаю в специальном магазине определенного сорта, вот, поэтому аромат кофе и, скажу более, самое любимое время в сутках у меня это именно завтрак, из-за этого аромата вкусного. Именно из-за кофе. Да. А у вас, коллега? У меня как-то тоже все ближе к кулинарному. Это, наверное, какой-то запах такой яичницы, поджаренного бекона и чая с лимоном. Вот. Я понимаю, что я, в принципе, перечислил завтрак, как бы, но вот у него же тоже есть аромат свой. Конечно, вот. конечно. Ну, в целом, современное парфюмерное искусство позволяет наслаждаться любыми ароматами в любое время. Да и, в принципе, мне кажется, и утро даже можно украсить чем-то. Вот сейчас множество всяких диффузоров и прочих историй. Масел ароматов, масел, эфирных и так далее. Увлажнители воздуха, куда можно это все закапать. Эфирные масла и тоже будут какие-то ароматы. И вот в нашей рубрике «Ароматы утра» мы окунаемся в увлекательный мир парфюма, ароматов. И сегодня нас ждет очередное путешествие туда.
Доброе утро! Меня зовут Анастасия, и я мастер по созданию ароматов. И сегодня я хотела бы вам рассказать про мужские ароматы, потому что у нас близится самый брутальный и мужественный праздник. Это 23 февраля, День защитника Отечества. И, конечно, одним из самых популярных вариантов подарка является парфюм, как для мужчин, так и для женщин. И когда вы выбираете ароматы для своего мужчины, хочется, конечно, подчеркнуть его мужественность и брутальность. И поэтому всегда обращайте внимание на наличие каких-либо древесных нот в аромате, например, таких как можжевельник. Это нотка хвойная, свежая, достаточно приятная. Также можно обратить внимание на сандал. Сандал – это один из самых мягких древесных ароматов, который сейчас очень популярен и много где встречается. Также очень популярным ароматом для мужской парфюмерии является кедр. Кедр уже к нам поближе, чем сандал, но тем не менее это очень свежий, приятный и при этом мужественный аромат. Но так как весной у нас уже хочется чего-то легкого, летящего, то обратите внимание также на цитрусы. Цитрусы чаще всего входят в композиции, которые называются eau de cologne. То есть это очень легкие, очень летучие такие компоненты. И, например, один из таких классических вариантов – это апельсин. Обращайте внимание на разные цитрусы, которые содержатся в вашем парфюме. Апельсин, лимон, бергамот, грейпфрут. И, конечно, есть вариант более оригинального подарка, нежели чем просто парфюм. Это автопарфюмы. Так как мы знаем, что многие наши мужчины очень трепетно относятся к своим железным коням, поэтому обратите внимание на такой вариант подарка и порадуйте своего мужчину необычным презентом. Ну вот если, допустим, спросить, какой вот бренд прям российский, такой как явление, да, и на весь мир известен, наверное, многие согласятся, что брендом международного уровня российским давно уже считается русский балет. Школа русского балета. Школа русского балета, да, если быть точнее. Есть. Многие иностранцы, в принципе, даже сегодня приезжают в Россию, чтобы насладиться выступлением ведущих балетных театров страны и эту красоту увидеть вживую. И в истории русского балета есть много, конечно же, имен, которые, можно сказать, перевернули вообще это искусство в хорошем смысле слова. Одним из таких людей была Анна Павлова, русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра в 1906 по 1913 года она выступала. Она была одной из величайших балерин 20 века. И подробнее о ее жизни расскажут наши коллеги. Анна Павлова изменила представление современников о балете. Те, кто пришел на сцену после нее, уже не могли исполнять Жизель, Никию, Одетту так же, как исполняли артисты в XIX веке. В исполнении Анны Павловой было что-то неповторимое. О ней говорили, что она жила танцем и сама была душою танца. В Петербурге на Итальянской улице в Art Square Gallery, в бывшей квартире балерины, отметили ее день рождения. Павлова родилась 12 февраля 1881 года. Упоминая имя Анны Павловой, мы поднимаем ту великую тему, которая объединяет всех людей на планете, тех людей, которые неравнодушны к балету. И Анна Павлова – это действительно звезда, это та фигура, которая, вот то пламя, которое по сей день горит в сердцах людей. В 1907 году Анна впервые исполнила поставленную для нее Михаилом Фокиным хореографическую миниатюру «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. Когда французский композитор увидел Павлову, танцующую его лебедя, он добился встречи с ней, чтобы сказать: «Мадам, благодаря вам я понял, какую прекрасную музыку написал». Прима-балерина императорских театров в последний раз выступила в России в 1914-м. Когда началась Первая мировая война, Павлова обосновалась в Англии. За 22 года гастрольных турне она проплыла по морю и проехала по суше более 500 тысяч километров, посетила несколько тысяч городов в 44 странах. За это время дала примерно 9 тысяч представлений. Во многих странах балет появился именно благодаря Павловой. Спасибо Павловой, что в той форме, в которой она это несла по странам мира в своей гастрольной деятельности, эта форма как-то привлекла людей, уронила зерна в их сердца, в их души. В Японии тоже она очень важный человек для балетной истории, потому что вот как только после того, как она приехала, и у нас тоже возникло вот прямо вот серьезно начали относиться к балету как к искусству.
Павлова совсем немного не дожила до своего 50-летия. Умерла от воспаления легких в Нидерландах. Отказалась делать операцию, поскольку иначе не смогла бы танцевать. Балерины и сегодня источник вдохновения для многих творческих натур. Они снимают фильмы, ставят спектакли, пишут книги. Везде, куда она приезжала, начинали появляться цветы Анны Павловой, десерты Анны Павловой. То есть мир говорил о ней как о таком явлении совершенно удивительном. В бывшей квартире балерины работает музей. Здесь хранятся архивные фотографии, на которых запечатлены ее жизнь, путешествия и выступления. Также есть и архивные афиши. В честь дня рождения Анны Павловой появились новые экспонаты. Это подарки, чайный сервиз от императорского фарфорового завода и редкие фотографии художника Альфреда Эберлинга, который писал Анну Павлову. Продолжая тему прекрасного, я думаю, что у многих балет ассоциируется с элегантностью, легкостью и красотой. И многие представительницы прекрасной половины нашего человечества не прочь чувствовать себя также элегантно и красиво. В этом вопросе немаловажную роль играет макияж. Далее, дорогие друзья, мы узнаем секреты и тонкости этого искусства, которые помогут собственноручно подчеркнуть и акцентировать внимание на вашей красоте. Начинаем с века, прокрашивая межресничное пространство, мы должны его аккуратно заполнить. Далее мы берем и определяем, где у нас идет состыковка нижнего и верхнего века. Ставим точку. И от этой точки мы отходим к уголку бровей. Проводим аккуратную линию. Длину стрелки вы регулируете сами. Я люблю, когда подлиннее. Так, у нас готова линия от глаза до кончика бровей. И далее мы просто прокрашиваем нашу стрелочку. Берем кисть чуть потолще и набираем уже тени посветлее. Для меня это темно-коричневый оттенок после черного. Я набрала темно-коричневый оттенок и также наношу не поверх, а по краю нашей растушевки. Оттенок еще чуть посветлее. Для меня это уже светло-коричневый. И растушевываю аккуратненько границы. Таким образом, вы видите два вида стрелочек на моих глазах. Одна – это просто стрелка, классическая, стандартная, а вторая – это стрелочка растушеванная. Но тут сразу видим, что за счет вот этой вот растушевочки взгляд стал более открытый, более нежный. Здесь уже эффект кошачьих глазок. Это уже по настроению каждого из вас. Ну, а прошедшее воскресенье на нашем телеканале прошел отборочный тур интерактивного песенного конкурса «Вот это да» среди исполнителей города Якутска. А члены жюри выбрали победителей, ею стала Саяна Неустроева. Она студентка, 18 лет, студентка Якутского колледжа культуры и искусств имени Макаровой, учится на 2-м курсе отделения эстрадного пения. И вот прямо сейчас, дорогие друзья, давайте вспомним этот момент замечательного выступления. Down my walls with the scent of your love. Ну и сегодня у нас прекрасная возможность познакомиться поближе с финалисткой конкурса. Саяна у нас в студии. Саяна, доброе утро. Доброе утро. Ну, как твои впечатления после вот такого, я не побоюсь слова, фееричного выступления, после таких ярких эмоций? Волнение отпустило, наверное, уже? Да, отпустило. Спасибо большое. Ну, во-первых, скажу, что действительно конкурс очень большого уровня. Я очень этому рада. И спасибо большое всем организаторам, телеканалу Якутия-24. Просто
Очень приятно такое Пожалуйста. слушать. А кто тебя первым поздравил за кулисами, когда вот ты узнала о своей победе? Или кому ты первому СМС написала о своей победе? А там в зрителях сидел мой папа. Что ты говоришь такое, да? Какие подробности выясняются? Папа волновался? Да. Наверное, больше, чем ты. Вот. Ну а вообще своим выступлением довольна? Потому что, с одной стороны, может показаться, что вопрос глупый. Все, члены жюри выбрали. Но тем не менее, я примерно знаком, да, с поведением людей творческих. Да? Ты вроде бы все классно, все думают, что классно, а ты думаешь, нет, где-то вот дотянул. В целом своим выступлением довольна или... Я скажу, что не очень, потому что я приболела немного прямо за день до конкурса. Это было очень страшно и волнительно, но все-таки так получилось. А вообще победу ожидала? Нет, не ожидала, потому что участники все были очень сильные. Ну, тем, мне кажется, слаще победа, когда не ожидаешь ее. Да. Потому что иногда бывает, приходит, да, все, сейчас всех выиграю. Нет вот этого азарта. Да, вот есть. скажи, на конкурсе у нас, ну, мне кажется, такой совершенно великолепный был состав жюри. И что, как бы, приняла ли ты их критику? Конечно, приняла, потому что это действительно все уважаемые республикой жюри. Со всеми была согласна? Все, что сказали? У них была конструктивная, конкретная критика, поэтому я буду стараться и работать дальше. Вот, то есть ты, в принципе, к критике конструктивной, как говорится, адекватно относишься и воспринимаешь ее. Ну вот сейчас послушали отрывок. Я, к сожалению, название песни сказать не могу. Я ее узнал, да? Кто поет в оригинале, как она называется, сказать не могу, потому что, во-первых, и My English Very Well, это как минимум уже. А что это за песня, почему именно ее ты выбрала? Это песня известной исполнительницы Уитни Хьюстон. Она называется I Have Nothing, то есть у меня нет ничего, кроме тебя. И я ее выбрала, потому что она раскрывает все вокальные данные, мою технику показывает. И вообще я люблю Уитни Хьюстон. Ну, тоже хороший подход, да, к выбору песни. Кто-то мог бы, вот, потому что эта песня что-то... Она раскрывает технику мою всю. Все диапазоны, которые там есть, я могу взять и проверить себя на прочность, скажем так. Саяна, ну вот ты учишься в Якутском колледже, да? Твои педагоги, твои однокурсники как-то тебя поздравили, комментировали вот твое участие в конкурсе? Да, они поздравили, и все смотрели эфир. То есть все смотрели прямой эфир, за тебя болели изначально? Здорово, на самом деле. Ощущалась поддержка? Конечно, они мне писали очень много, и было очень приятно. А во время выступления ощущалось? Да, конечно. А дополнительного волнения это не добавляет, что ты понимаешь, на тебя смотрят, в том числе, наверное, и преподаватели? Да, очень страшно из-за этого было. Но все-таки все равно добавляет это какой-то уют, атмосферу такую поддержки. А вот мы сейчас видим твой прекрасный вот образ, твоего выступления. Кто тебе помог подготовить вот этот образ? Это моя визажистка Саша. Она очень хорошая. Вот она меня накрасила и волосы взяла. Макияж. А вот платье, вот бантик такой вот красивый. А это я сама. Все вот прям до деталей продумано. Советовалась преподавать. С преподавателями своими, возможно, советовался, тоже что-то подбирали. А в целом, ну вот мы понимаем, что сейчас ты фактически профессионально занимаешься, да, эстрадным пением, судя по тому, где ты учишься. А вообще в музыкальный мир, как давно ты пришла, поняла, что ты хочешь в этом музыкальном мире быть? Ну, увлекаюсь вокалом я еще с детского сада, наверное. Ну, у нас там был маленький такой ансамбль из 5 человек, наверное. Вот. А профессионально заниматься я начала, когда родители меня отдали в студию вокала. Но это было какое-то, потому что многих детей сегодня, да, как бы отдают в секции какие-то попробовать и так далее, то есть тебя уже отдавали как-то целенаправленно, то есть ты сама уже хотела заниматься. У меня родственники все поющие, все танцующие, очень творческие. Да, было, мне кажется, очень мало шансов какой-то другой путь выбрать. Саяна, ты готова уже к финалу? Финал у нас будет уже в ближайшее воскресенье, да, опять будет прямой эфир, и там будут определены только 2 победителя из всех прежних этапов, и ты, соответственно, будешь, по мнению нашего компетентного жюри, представлять победительницу от Якутска, да? Что ты готовишь, какой номер? Я готовлю песню, тоже зарубежную, и она сложнее, она тяжелее, очень страшно.
Есть какие-то планы уже, что будешь делать, если первое место займешь? Или так далеко не прогнозируешь? Не прогнозирую. Главное прийти и выступить, да, выполнить программу «Минимум». Саяна, ну, желаем тебе успеха, желаем тебе хорошо выступить в финальной части конкурса. Ну и в целом желаем, конечно, успеха в твоем музыкальном поприще, чтобы у тебя все получилось. Спасибо. И самое главное, независимо от результатов, чтобы ты получила искреннее удовольствие. Да, это самое главное. Вот. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Коротко о самых заметных новостях к этому часу. Социальную доплату к пенсиям по потере кормильца или по инвалидности продолжить начислять и тем студентам и школьникам, которые подрабатывают на каникулах в студотрядах, устроившись туда напрямую, а не только через службы занятости. Социальная доплата к пенсии положена всем неработающим пенсионерам, чьи доходы от пенсии и социальных выплат ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Соцдоплату при этом назначают автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. 38 участников специальной военной операции уже трудоустроены по линии Государственного комитета по занятости населения. За помощью в поиске работы обратилось 177 членов семей бойцов, из которых 112 уже приступили к выполнению обязанностей. Всего в прошлом году 39 военнослужащих и 45 членов их семей прошли обучение по востребованным специальностям. Одним из ярких примеров может служить раненый участник спецоперации из Усть-Маи, который при поддержке правительства открыл свою пилораму и в настоящее время оказывает населению свои услуги. Ребята, которые к нам обращаются, конечно, в основном некоторые вообще не имеют образования, специальности, поэтому мы им организуем профобучение. Ну и плюс повышение квалификации, переквалификацию. Участники СВО, большая часть, наверное, конечно, желает пройти обучение и трудоустроиться в крупные промышленные предприятия. Неделя информированности о важности диспансеризации профосмотров началась в республике. Регулярные профосмотры и диспансеризация играют ключевую роль в поддержании здоровья и предотвращении развития различных заболеваний. Профосмотры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они легче поддаются лечению. Записаться на диспансеризацию можно по номерам телефонов регистратур медучреждений, через федеральный портал госуслуги, через региональный портал медуслуг и по номеру единого контактного центра здравоохранения 122. Диспансеризацию проходят в поликлиниках по месту жительства. Для прохождения необходимый паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Ежегодно, начиная с 2000 года, во всем мире 21 февраля отмечается День родного языка, проходящий под эгидой ЮНЕСКО. В Якутии же в честь праздника с 13 по 21 февраля проходит декада, посвященная родным языкам и письменности, а также Международному десятилетию языков коренных малочисленных народов. Накануне в столичной школе номер 38 провели фестиваль венкийского творчества. В ходе конкурса все желающие смогли пройти обряд очищения, услышать песни и стихи на венкийском языке, а также проверить свои знания в квиз-игре. Этот фестиваль в прошлые годы проводился в стенах ДК имени Кулаковского. В этом году впервые он в широком формате, как фестиваль, проводится в стенах нашей школы. И мы этому очень рады и очень рады всем гостям и участникам. Конкурсанты у нас из школ города Якутска, где ведется обучение венкийскому языку. То есть из нашей школы, из школы номер 26. В селе Тымпы Вилюйского района состоялось торжественное открытие нового здания многофункционального центра. Он включает в себя концертный зал на 150 мест, танцевальный зал, гримерные комнаты с оборудованием и библиотеку. Это большой подарок для всех жителей села, которые с большим нетерпением ждали новых мероприятий. По окончании строительства жители Наслега получили современное здание учреждения культуры, которое отвечает всем стандартам качества предоставления услуг, но у участников художественной самодеятельности возможность развивать свое творчество в обновленном и красивом здании. Строительство Центра культуры стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», инициированным президентом страны Владимиром Путиным. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь с нами.
Ну, за окном у нас все еще какая-то зима остается, весна не за горами, она уже близко, тем не менее хочется всегда в какое-то тепло окунуться. Вот самбо, пальмы, матрешки. Девушки в традиционных нарядах представили русскую культуру на карнавале в Венесуэле. Учащиеся курсов русского языка Евразийского института Латинской Америки приняли участие в ежегодном карнавале в Каракасе. На кадрах девушки в кокошниках и сарафанах танцуют под композицию «Ах, мамочка». По информации Россотрудничества, студенты прошли в костюмированном шествии и исполнили творческие номера на главной сцене. Традиционный карнавал в столице Венесуэлы ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей и проводится за 40 дней до католической Пасхи. Ранее в Каракасе также открылась выставка «Русское искусство 20 века в Венесуэле», на которой представлены 58 картин российских художников. Мы пришли сюда, чтобы вытащить из дома моего сына, отвлечь и развлечь его, чтобы он провел время с другими детьми. А мы продолжаем выпуск прекрасной новостью. Детеныш краснокнижной панды Дин-Дин Катюша уже совсем большая и умеет развлекаться самостоятельно, пока ее мама отдыхает на дереве в московском зоопарке. На кадрах, снятых в субботу, Катюша гоняет резиновый мячик по вольеру, а Дин-Дин переводит дух. Вскоре мама присоединяется к играм дочки. Напомню, что первый в России детеныш большой панды появился на свет 24 августа 2023 года, а 24 сентября врачи зоопарка определили пол медвежонка. Это оказалась девочка. В дикой природе панды водятся исключительно в Китае и признаны национальным достоянием Поднебесной. Другим государствам большие панды передаются по договору аренды. В московский зоопарк Жу и Дин-Дин привезли в рамках соглашения о сотрудничестве в научной программе по сохранению и размножению редкого вида животных. Мне очень нравится, как мама переводит дух. Это действительно вот как-то вот так, прямо как будто на диване. Ну вот на такой умилительной ноте мы наш эфир сегодняшний заканчиваем. Надеемся, что как минимум с улыбкой вы сегодняшний день проведете, и все у вас обязательно получится.